В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях четверга. С вами Василий Радченко. Смотрите в программе. Более 150 тысяч ребят сядет в этом учебном году за школьные парты Якутии. Как будет организован учебный процесс в новых условиях? Очистные сооружения шахтных вод сегодня торжественно открыли в Нерюнгринском районе. Насколько это поможет экологии? Почти 20 выпускников школ Якутии стали курсантами Омского летно-технического училища. Сегодня ребят познакомились с их будущим местом работы. – 44 новых случая заболевания COVID-19 зафиксировано в Якутии за минувшие сутки. Из них 20 в Якутске, 5 в Оленёкском районе, по 3 в Мирнинском и Мегино-Кангаласском, по 2 и единичные случаи в других районах. На сегодня 25 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, из них 4 на аппаратах ИВЛ. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил глава Якутии Айсан Николаев. Он также отметил, что с 16 августа наблюдается стабильное снижение заболеваемости, особенно в столице республики, на которую ранее приходилось более 80% новых заболевших. Тем не менее, ситуация остается напряженной. Коэффициент распространения инфекции колеблется от 0,9 до единицы. В связи с этим ограничительные меры будут продлены, но между тем предусмотрят послабления для культурных учреждений региона. Ко мне поступает много вопросов по работе бассейнов, по работе кинотеатров. По ним принято решение, что все-таки мы будем их открывать при стабилизации ситуации с 15 сентября. Массовая вакцинация стартовала сегодня в Якутии. Охватить бесплатными прививками планируется 60% населения. Первая партия вакцин от гриппа и ОРВИ поступила в количестве 11 тысяч штук. Остальное поступит в ближайшее время. Первый этап начался на прошлой неделе. Вакцину получили медработники и дети в определенных группах. Завершиться прививочная кампания должна не позднее 15 октября. Всем детям, которые посещают детские дошкольные образовательные учреждения, мы сделаем вакцинацию на местах, это в детских садах. Там же мы им проведем туберкулинную диагностику, пробу МАНТУ, и там же мы им проведем медицинский осмотр перед поступлением в садик. Они теперь в поликлинику приходить за справками не будут. Школьникам мы тоже всем проведем вакцинацию на местах, и там же мы проведем медицинский осмотр школьников всех. Что касается взрослого населения, то всех работающих мы проведем вакцинацию на рабочих местах. Для населения, которое не работает, мы организовали 2 кабинета с отдельными входами, где будут проводить вакцинацию. К предстоящему учебному году активно готовятся не только школьники и их родители, но и все образовательные учреждения. Ведь предстоит учиться в непростых условиях. А потому и подготовка учебных учреждений отличается от привычной. Помимо организации процесса обучения, школы обеспечивают и безопасность детей. О готовности школ к учебному году в материале Юрия Осипова. 1 сентября в школы Якутии пойдут более 154 тысяч учеников. Из них более 15 тысяч первоклассники. По сообщению министра образования Якутии, сегодня школы Якутии уже готовы принять своих учеников. Здесь хочется всех поблагодарить. Приемка всех школ и образовательных организаций завершена своевременно. Учебный процесс мы готовы начать с 1 сентября. Здесь хочется отметить о том, что в этом году мы продолжаем учиться в других условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому идет и подготовка к организации учебного процесса в новых условиях. В населенных пунктах с населением менее 5000 человек школы будут работать в обычном режиме. Остальным муниципальным районам и городским округам рекомендовано в случае необходимости переходить на дистанционное обучение. Это не касается только учеников начальной школы, а также 9 и 11 классов. Принято решение, что по поселкам, которые входят в городской округ, по селам, дети будут учиться в нормальном режиме, так как обычно, а вот в центральной части города как раз по тому режиму, который нами рекомендован. А, например, в Нерюнгри, где позволяет учебу проводить в очной форме без никаких ограничений, будет соответствующий учебный процесс происходить так, как обычно. Ход только в маске. Новые реалии для всех школ. Городская классическая гимназия – одна из самых загруженных школ Якутска. Рассчитана она на 500 учеников, но по факту сегодня в ней занимаются более 1000 детей.
Здесь, помимо регулярной термометрии и санитарной обработки помещений для минимизации контактов между школьниками, ученики разных классов будут пользоваться разными входами. Начальные классы у нас будут учиться по подгруппам, по поточному методу. 5-11 классы у нас будут обучаться в закрепленных кабинетах с учетом поданных заявлений на дистанционное обучение, на обучение в семье от родителей и площади кабинетов. Мы можем организовать учебный процесс в очной форме. Для разных классов будут организован раз в неделю дистанционный день. Для учеников младших классов будет уделено особое внимание. В каждом классе здесь учится около 40 ребятишек, и их было решено разделить на подгруппы, которые будут чередовать дни учебы в школе с самостоятельной работой. Сложнее с первоклассниками, потому что они не умеют читать и писать. И им вот это дистанционное обучение еще вообще невозможно организовать. Поэтому они будут учиться ежедневно. Среда у них будет разгрузочный день. Понедельник, вторник, четверг, пятница они учатся очно по подгруппам, а в среду не приходят в школу, отдыхают. Соответственно, одна подгруппа первоклассников будет учиться с 8:30, а вторая подгруппа будет учиться с 11. И уроки у первоклассников будут по полчаса. Школьная пора – это не только основные уроки, но и дополнительное образование. Исходя из эпидемиологической ситуации, вернуться к кружкам и секциям школьники смогут с 1 октября. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Августовское совещание подошло к концу. На протяжении 2 дней в рамках совещания работники образования республики обсуждали актуальные задачи по основным направлениям. А именно качественное образование, модернизация воспитания, цифровая трансформация, подготовка кадров, современная модель обучения. По итогам работы были сформированы резолюции с конкретными призывами к действию на всех уровнях системы образования. В конце совещания прошло награждение отличившихся работников наградами по указу главы республики, а также приказу министра просвещения России. Подвели итоги первого года реализации проекта социального воздействия, направленного на повышение образовательных результатов учащихся Хангаласского района. Этот проект тоже в прошлом году стартовал в республике. И этот проект подвели итоги первого года и тоже предложены новые варианты работы в нашей республике. С 27 по 30 сентября в Якутске состоится 2-й Северный форум по устойчивому развитию. Он объединяет под своей эгидой 14 регионов 5 стран. Это Россия, Финляндия, Южная Корея, США и Исландия. Форум включает научно-практические конференции, круглые столы, семинары. В связи с эпидобстановкой мероприятия пройдут в онлайн-формате. Основной темой станет транспортная инфраструктура Севера и Арктики. Это развитие Северного морского пути, автомобильных дорог, железных путей и магистральных трубопроводов. Северный форум по устойчивому развитию, когда мы говорим об экспертной площадке, чтобы эксперты могли встретиться с лицом к лицу, обсудить те проекты, которые могли бы заинтересовать региональное правительство, крупные компании и так далее. То есть организовать живой диалог. И в отличие от других международных форумов, наш форум, мы хотели запускать на нашем форуме конкретные проекты в северных регионах. Получение госуслуг можно будет совместить с походом в банк или на почту, проверкой состояния своего счета или оплатой услуг связи. Документ о расширении их доступности разработала Минвостокразвитие и уже внесло на рассмотрение правительству страны. Таким образом, большинство услуг будут оказываться в проактивном формате. Гражданину достаточно будет дать согласие на едином портале госуслуг. Кроме того, запланирован переход к реестровой модели. Это означает, что больше не нужно будет получать бумажные версии документов и хранить их дома. Все будет происходить исключительно в электронном формате. Россельхознадзор выявил мясо с антибиотиками в Мирнинском районе, сообщает региональное управление ведомства. Ведомство выявило 2 пробы говядины, не соответствующие требованию безопасности. Антибиотик был обнаружен в продукции новосибирской компании «Сибирский продукт» и удмуртской фирмы «Первая мясная компания». В настоящее время ведется работа по отзыву декларации о соответствии производителей.
Сегодня на ГОК Денисовской угольной компании «Колмар» в Нерюнгринском районе прошло официальное открытие очистных сооружений шахтных вод. Их производительность рассчитана с учетом максимальной производительности шахты, а объем переработки равен 2000 кубических метров воды в час. Проект очистных сооружений реализуется по запатентованной российской технологии водоподготовки и водоочистки, разработанной компанией «Мерика». На его реализацию освоено 1,5 миллиарда рублей. Для строительства станции понадобилось полгода. Сегодня мы на отстойнике качаем порядка грязной воды, где-то 1450 кубов. Вот этим летом непосредственно. А июль-август – это максимальная такая нагрузка в шахте по воде. И вот как раз не угадали, а рассчитали гидрогеологи, что вот надо очистные сооружения делать на 2000 кубов. То есть сегодня очистные построены таким образом, что даже если будет более обильный приток в шахте, они справятся полностью с очисткой всей шахтной воды. Комплекс производит очистку шахтовых вод до питьевых показателей. После процесса очистки вода отвечает всем требованиям для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. Это исходная шахтная вода. Через час очистки она выглядит таким образом. Вода сбрасывается в ручей Дежневка. По словам кураторов строительства, шлам исходной воды задерживается в динамических осветителях. После этого фильтры в автоматическом режиме промываются чистой водой из баков собственных нужд. Грязь попадает в баки шламовых вод, после чего вода отстаивается, а сгущенный шлам направляется обратно в отстойники. После осветленная вода отправляется в баки собственных нужд. Этот процесс происходит в замкнутом цикле. На данной панели мы видим все основные узлы нашей очистки. То есть мы видим получается, вход исходной воды. Видим первые блоки, это блоки хлопьеобразования и сгущения, то есть где у нас непосредственно происходит реакция с нашими реагентами и загрязняющими веществами. Также гидроциклоны и наши динамические осветлители. Мы видим все показатели наших динамических осветлителей, видим, какие задвижки у нас закрыты, какие показатели, давление, расходы. То есть вся система автоматизирована, все видно. Оператор спокойно контролирует за всеми процессами, видит, какие неполадки, какие аварии. И в кратчайшие сроки решает эти проблемы. Введенный комплекс очистных сооружений рассчитан на оборотное водоснабжение. В стадии разработки находится проект трубопровода для подачи очищенной воды на нужды обогатительной фабрики «Денисовская» для хозяйственно-питьевого, а также производственного потребления объемом 100 кубических метров в час. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерюнгри. А коллектив другой промышленной фабрики «Полюс Алдан» готовится отметить юбилей одного из своих подразделений. Текущая эпидобстановка не дает провести общее празднование, и все ограничится онлайн-режимом. С подробностями Руслан Павлов. Золотоизвлекательная фабрика компании «Полюс Алдан» считается одной из старейших фабрик законченного цикла в стране. Ей уже 55, но с каждым годом она по-настоящему молодеет. Действительно много на фабрике сделано, но мы сегодня видим, что на этой фабрике можно сделать еще серьезные шаги в части увеличения. И я надеюсь, что в ближайшие 2 года мы действительно на этой фабрике еще достигнем достаточно серьезных результатов по переработке. Очень надеюсь, при том, что все-таки содержание в рудах снижается, сохранить извлечение и вполне возможно, учитывая новые технологии, новые знания, увеличивать извлечение этой фабрики. Коллектив фабрики является лидером по внесению рационализаторских предложений в производственный процесс. Это позволяет ежегодно увеличивать производительность данного передела и сокращать затраты. Яркие проекты по фабрике это были направлены на увеличение производительности фабрики, на снижение расходов флокулянта. А также производственная система на золотоизвлекающей фабрике сейчас активно интегрируется с системой охраны труда. И яркие тому примеры – это работниками подготовлена интерактивная лестница, которая сама подсказывает работникам держаться за перила. Внимание! При спуске и подъеме по лестнице держитесь за перила. Голосовое предупреждение не единственное ноу-хау. Лестница еще и светится, когда входишь на нее. Поэтому поневоле берешься за перила, как того требует охрана труда и промбезопасность. Модернизация ЗИФ показала, что сегодня фабрика может работать эффективнее, чем заложено в базовых технических характеристиках.
Инженеры «Полюс Алдан» совместно со специалистами исследовательского центра «Полюса» постоянно мониторят производственные процессы на фабрике. Этот агрегат у нас привезен в «Полюс» в Красноярском исследовательской лаборатории. Данный агрегат предназначен для пробоподготовки, для отправления проб в лабораторию. Фабрика с каждым годом у нас оптимизируется, процессы немного меняются. И чтобы увидеть процесс внутри, к нам приезжает «Полюс» Красноярск. Ограничения, связанные с коронавирусом, не позволяют масштабно отметить 55-летие фабрики. Поэтому праздничные мероприятия пройдут в онлайн-режиме в первой декаде сентября. Несмотря на все это, передовики производства получат заслуженные звания и награды. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, поселок Нижний Куранах, Алданский район. Национальному парку Ленские столбы 25 лет. Четверть века назад правительство постановило организовать его на территориях Хангаласского и Алекминского районов. Ленские столбы являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 2012 года, а с прошлого года парк стал федеральным учреждением. Торжественное мероприятие сегодня началось с традиционного якутского обряда алгыс. Далее с поздравительной речью выступили первые лица Якутии. В честь памятной даты торжественно открыли камень с образцами кембрия. Кроме того, в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне в честь 75-й годовщины Победы установили серьги. Почти 20 выпускников школ Якутии стали курсантами Омского летно-технического училища. Ребятам повезло попасть в программу «Молодежь в авиацию», которую с прошлого года реализует Полярная авиалиния совместно с Министерством образования и науки региона. Перед отправкой ребят ознакомили с будущим местом работы. Сюжет Лены Шагиной. Схватиться за штурвал, сесть за кресло пилота, ознакомиться с бортовым оборудованием вертолета. У будущих выпускников Омского летно-технического училища есть такая возможность. Уже совсем скоро они уедут на 3-летнюю учебу, а вернутся уже дипломированными вертолетчиками. Почему именно вертолет? Потому что просто интересно. Интересно, как вообще он устроен, как работает, летает. Самолет... Я общался со многими пилотами самолета, в том числе и с дядей. И довольно-таки самолет тоже интересен, но хочется попробовать что-то новое. Проводит экскурсию по знаменитому Ми-8 командир воздушного судна Артем Филиппов. Напутственные слова своим будущим коллегам: хорошо учиться, ведь пилот – это не только сложная, но и очень ответственная профессия. Главное – трудолюбие, любить свою работу, учиться хорошо. Быть, конечно, дисциплинированным человеком. Знать очень много нужно, очень ответственная работа. Главное, любить свою работу. Омский летно-технический колледж – единственное в стране учебное заведение, которое готовит пилотов вертолетов. В 2019 году авиакомпания «Полярная авиалиния» совместно с региональным Минобром реализует целевой проект «Молодежь в авиацию». Благодаря программе уже более 30 якутян с прошлого года осваивают профессию пилот вертолета. С ними заключены у нас ученические договора. Оплачиваем мы им стипендию, проезд, и, конечно, гарантированное трудоустройство. Те ребята, которые закончили Омск, у нас очень хорошо работают, в районах летают, в Арктике летают, поэтому для нас, конечно, это очень, кузница кадров Омский летно-технический колледж. На сегодняшний день средний возраст летного состава авиакомпании превышает 45 лет, в связи с чем авиакомпания крайне заинтересована в привлечении молодых специалистов. Кроме того, существует и большой дефицит пилотов вертолетов, несмотря на то, что профессия является одной из востребованных в стране. Вертолеты сегодня используются не только для перевозки людей и грузов, они активно участвуют в аварийно-спасательных операциях и в тушении лесных пожаров. У нас хватает работы, на самом деле, по республике Саха-Якутия. Мы даже не успеваем. Есть даже отказы, допустим, для тех же промышленных предприятий мы отказываем, поскольку приоритет для нас, конечно, санитарная авиация, социально значимые перевозки внутри республики. Программа «Молодежь в авиацию» действительно работает. Впервые в истории региона профессию пилота вертолетов освоят 19 молодых ребят. Учитывая, что Омское училище в этом году набирало всего 80 человек для поступления, четверть первокурсников составят ребята из Якутии. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. В Якутии появился новый бренд. Аэролодку «Индигирка 500» представили сегодня в столице. Презентацию провели ее создатели, уроженцы Ленска. А производить суда будут на базе технопарка «Якутия». С гением инженерной мысли ленских Кулибиных ознакомилась Полина Долинская. Рулевые тяги, то есть это отличительная
от других лодок. Ни в одной лодке не используются рулевые тяги. Это вот именно вот это из самолета пришло. Штурвал вместо руля, двигатель автомобиля ВАЗ-21-126, авиационные автоматы защиты, как у самолета Ту-154. И все это – комплектация новой аэролодки «Индигирка». При объеме двигателя 1,5 литра лодка может развивать скорость почти до 100 км в час, а для заправки необходим 92-й бензин. По многим характеристикам «Индигирка» не имеет аналогов в мире. Уникальный по своим техническим характеристикам аэролодки собрала группа конструкторов в Ленском районе Якутии на базе технопарка «Якутия». Вот у этой модели предшественников нету. То есть тяжело, конечно, не хочется обижать конкурентов. Все ребята молодцы, все стараются. Но мы именно как бы и старались все недостатки эти собрать в кучу и устранить эти недостатки. И мы сделали принципиально другую конструкцию. То есть здесь другие материалы, другой подход. Здесь больше подход к авиационный, самолетный. Поэтому применены стали, АМГ, проводка авиационная, автоматы защиты Ту-154 авиационные. То есть тут больше авиационный подход. От идеи до проекта, от чертежа до экспериментального образца. Буквально за пару лет конструкторам и инженерам удалось воплотить этот уникальный, а самое главное, актуальный для нашей республики проект. Во-первых, это уникальный проект в части конструкторской мысли. Я поясню, о чем говорю. Да, то есть у нас в Якутии достаточно сложно найти конструкторов такого уровня. А здесь воплотилась в одном проекте именно конструкторская мысль, инженерная мысль. И самое главное, что всю конструкторскую документацию они создали сами. Прошли путь от создания опытного образца и до уже, можно сказать, предсерийного образца. То есть они весь цикл, производственный цикл, можно сказать, прошли от и до. И еще я хочу заметить, что данный проект – это полностью изготовление на месте. То есть здесь есть детали, естественно, то есть какие-то детали, которые они не могут произвести, тот же двигатель. Но все остальное – это полностью их производство. Начиная от баллона и заканчивая последними винтами. Аэролодка «Индигирка» не зависит от навигации. Она всесезонная. Также она более маневренная, очень хорошо ходит по торосам и может взять любой угол. И расход топлива здесь меньше, чем, например, у судна на воздушной подушке. Конструкторы надеются, что смогут начать серийное производство этих аэролодок. В первую очередь их планирует предложить МЧС Российской Федерации. Мы видим очень качественный продукт, который будет, безусловно, востребован на территории не только нашей республики, но и других регионов. Мы видим перспективность с точки зрения спасательного, как спасательный транспорт, да, его использовать. Можем видеть перспективность с точки зрения организации туристических каких-то выездов. То есть мы, безусловно, будем доводить информацию о данном проекте до туркомпаний, туроператоров. Физические лица для выездов на охоту, на рыбалку, на отдых, безусловно, тоже могут пользоваться данной разработкой. Ну и компании для каких-то своих производственных целей. Аэролодка «Индигирка» – новый бренд нашей республики. Она ходит по воде, льду, снегу и болотистой местности. В Якутии подобные лодки собрали впервые. Как говорит руководитель данного проекта, как только разрешат серийное производство, то основное предприятие по производству лодок будет находиться на территории Ленского района. А в Якутске будет открыт дополнительный филиал. Полина Долинская, Павел Пахомов, Якутск. А в парке «Патриот» подмосковной Кубинки танки выстроились в парадный строй. К ним присоединились и вертолеты. Участники военно-технического форума «Армия-2020» смогли познакомиться со всем арсеналом военной техники и оружия России. Что еще было на мероприятии, расскажет Айсена Бурнашова. Военный оркестр, словно олицетворение мощи России, играет громко, берет высокие ноты. Восхищенные возгласы участников форума, а тоже своеобразная музыка. И сегодня она везде. Еще бы, ведь на огромной площади, на 320 тысячах квадратных метров, разместились сотни единиц боевой техники. Всего же на выставке насчитывается 28 тысяч экспонатов. Ну где такое еще увидишь?
пулеметы, оптические прицелы, бронеавтомобили и целые лазерные комплексы. Настоящее достояние и гордость российского вооружения и оборонной отрасли. От знаменитого Калашникова до смарт-ружья Ультима 12-го калибра или от БТРа до маневренного багги всего не счесть. На армии 2020 представлена и сверхобувь, и в ней, как уверяют эксперты, хоть на спецоперацию, хоть на полюс холода, не страшно. В этой обуви установлена специальная система, которая позволяет дополнительно обогревать ногу носчика в условиях минусовых температур, начиная от минус 40 и заканчивая минус 50, минус 60 градусов. Участникам представили и научно-деловую часть форума. На стратегической сессии спикеры обсудили о мобилизационных резервах на базе действующих региональных авиакомпаний. Напомним, что в небе над карантином курсировали самолеты авиакомпании «Якутия». Их вывозные рейсы и перевозки сотрудников с месторождений прошли успешно, и о них в том числе сегодня говорили с высокой трибуны форума. Участие в таких мобилизационных программах государства это тоже дает дополнительные возможности для развития. И именно этот аспект сегодня обсуждался. Авиакомпании республики сегодня рассматриваются как одни из основных авиакомпаний, на которых можно было бы эту работу проводить на территории Дальнего Востока. Одновременно форум «Армия-2020» проходит в нескольких городах – Екатеринбурге, Самаре, Кронштадте. Там проходят морские и воздушные показы. Такая вот демонстрация силы мирным способом. Ну а в подмосковном парке «Патриот» форум продлится до 29 августа и будет открыт для всех желающих. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Кубинка, Московская область. На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.